olacaktı. Abbas göçleri ve evreleri başlıklı bir tebliğ sunacaktı. Fakat kendisi gelemediği için kendisinin tebliğini Karaçay Çerkes Cumhuriyeti Araştırma Enstitüsü'nden Doktor Mihail Tatsyuov özet olarak bizlere sunacak. Мы часто стали встречаться сегодня, это очень приятно. Я выполняю миссию моего друга и коллеги. Он по объективным причинам не мог сегодня попасть на этот наш форум и попросил, чтобы я зачитал в тезисной форме его доклад. Это будет, так сказать, я не утомлю вас вниманием таким вот, и, пожалуйста, это займет 7-10 минут максимум. Уважаемые коллеги, дамы и господа, позвольте сердечно приветствовать всех участников научной конференции и пожелать творческих успехов и личного благополучия. Абхазский народ, как и весь абхазо-адыгский этнокультурный мир, во второй половине XIX века пережил массовую депортацию в Османскую империю, известным в народе арабским термином «махаджирство», и ставшей самой тяжелейшей страницей в истории этих древних этносов Кавказа. В различных изданиях, на научных конференциях, а также в средствах массовой информации некоторые авторы неадекватно отражают события, связанные с массовой депортацией абхазского и других народов Кавказа. На самом деле, ситуация с выселением абхазов выглядит намного сложнее, чем это представляется на первый взгляд. Массовая депортация абхазов и других народов Кавказа в XIX веке непосредственно была связана с теми военно-политическими процессами, которые происходили на Кавказе и вокруг него. Другими словами, колониальная политика царизма есть основа происходившей тогда трагедии. Документы и материалы свидетельствуют, что вхождение Абхазии под протекторат России не носило однозначно добровольный, в кавычках, характер, что сыграло в дальнейшем решающую роль в формировании весьма сложных абхазо-российских взаимоотношений, участие абхазов в национально-освободительной борьбе горских народов Кавказа и в конечном итоге исходу большей части коренного населения в Османскую империю. В истории Абхазии еще до окончания русско-кавказской, той же Кавказской войны, 1817-1864 годы, были известны несколько этапов выселения Абхазии. В частности, в 1810 году в связи с вхождением Абхазии в состав России около 5000 абхазов покинуло родину и переселилось в Османскую империю. В дальнейшем, в 20-40-х годах XIX века, переселенческие процессы происходили в результате поражения народных восстаний. Наиболее крупная волна выселения абхазов была связана с событиями Крымской войны 1853-1856 годов, когда оставленная российскими военными подразделениями на произвол судьбы Абхазия была оккупирована турецкими войсками и с помощью англо-французских сил. Тогда примерно до 20 тысяч абхазов покинуло родину. Однако более опустошительные этапы депортации абхазов непосредственно были связаны с окончанием войны на Кавказе и последующими событиями. Естественно, что осуществление массового выселения горцев требовало соответствующего политического решения не только российских властей, но и правительства Османской империи. Как показали грядущие события, заинтересованность султанской власти в приеме горцев на постоянное место жительства была велика. Несмотря на то, что часто возникали разногласия между Россией и Турцией по поводу количества потоков переселенцев или же мест их поселения, они не могли повлиять на общий ход событий. В процессе наращивания переселенческих потоков политики и дипломаты России и Турции в целом всегда находили общий язык по данной проблеме. Что касается депортации конкретного абхаза за пределами Родины,
то она входила в общечеркесский план выселения. Абхазия превратилась в этот период в театр жесточайших боевых сражений двух великих империй 19 столетия. Абхазский народ, его авторитетные представители пытались предотвратить надвигающуюся новую национальную катастрофу, но безуспешно. В дальнейшем ход событий показал, что несмотря на настаивание турецкого командования, подавляющее большинство абхазов не приняли участие в боевых действиях ни одной из сторон. Однако и это не спасло их. Победа русских войск на Абхазском театре боевых действий и уход турецкого десанта из Абхазии обернулась массовой депортацией абхазов. Множество горцев погибало как до выселения, так и по дороге и на местах нового поселения. Депортанты гибли от насилия, голода, холода и эпидемии. В российской прессе, даже в английской прессе, довольно часто встречались удручающая судьба беженцев-кавказцев. Налицо, конечно, здесь видно величайшая трагедия, развернувшаяся на Кавказе в 19 столетии. Военные события, погибли десятки тысяч людей, массовая депортация целых народов нанесли непоправимый урон демографическому, социально-экономическому, этнокультурному и политическому развитию коренных народов Кавказа. Оставили глубочайший след в памяти грядущих поколений. Нет сомнения, что эти события стали трагедией и для народов Российской империи, ставшими заложниками колониальной политики царизма. Прошло 150 лет после окончания Кавказской войны. Раны, нанесенные нашим народом, неизлечимы. Вместе с тем, сегодня, как никогда, необходимо установление истины, открытый, прямой диалог вокруг исторических событий и фактов. Какими бы они острыми не были, что непременно будут способствовать налаживанию эффективного межнационального и межгосударственного согласия, защиты уникального этнокультурного пространства на Кавказе, утверждению стабильного мира в регионе. Приобретение Абхазии государственной независимости, установление качественно новых межгосударственных абхазо-российских отношений после признания Российской Федерации государственной независимости Республики Абхазия вселяют надежду на решение судьбоносной проблемы абхазов, воссоединение разбросанного по всему миру этноса. Решение этого поистине гуманитарного вопроса во многом зависит от позиции Турецкой Республики, где проживает многотысячная абхазская диаспора. Хочется верить, что власти, равно как и народ Турции, и в дальнейшем с пониманием отнесутся к проблемам абхазов и Абхазии, что поможет стать надежным подспорьем и для налаживания межгосударственных абхазо-турецких отношений. Спасибо за внимание.